Серебро спортсмену из Казахстана Нуркен Дамбаев. Три победы держал на пути к финалу Нуркен Дамбаев. И только лишь смог его остановить Родион Асканаков, Россия. Ladies and gentlemen, the national anthem of Russian Federation. I travel now. Thank you. Bye-bye. I'm glad to see you again. Итак, второй финальный блок третьего заключительного дня чемпионата мира по самбо. Красная форма. Российская спортсменка. Весовая категория до 68 килограмм. Шестикратная чемпионка мира Марина Махнаткина. Ее соперница Дилдаш Курышбаева, Казахстан. По 3 победы девушки одержали сегодня. Очень непростые поединки были у спортсменок. Курышбаева одолела многократную призерку чемпионатов мира Маленко Вольха. Но Вольха Малейка уже имеет другую фамилию. Ранее она была Намазова. Кто знает Намазову. Очень непростой был полуфинал. Проход в ногу. 2 балла. Зарабатывает Махнаткина. Молниеносный переход на рычаг локтя. Захватила она отворот для того, чтобы работать спиной, чтобы разрывать руки спиной, а не только руками. Переворачивать на спину — это более хорошая, удобная, выгодная ситуация. Но нет возможности еще зафиксировать ногу бедрами. Вот борется за свою руку казахская спортсменка, пытается сбросить ноги.
Но, тем не менее, Мохнаткина очень хорошо работает ногами. Все равно скрещивает свои ноги, сдавливает бедрами ее руку. Вот, видите, берет отворот для того, чтобы еще мощнее включить мышцы спины и ног. Торгом Хованесян. Вот, разрыв руки. Сдача. Да, боролась Курышбаева Дилдаш за свою руку. Действительно, Сергей Викторович Портнов секундировал легендарной Марине Мохнаткиной. Торгом Хованесян, арбитр встречи, поднимает руку. Эмиль Раши был руководителем данной встречи. И Нонна Жуковец, Белоруссия, боковой судья. Итак, шестикратная чемпионка мира становится семикратной. Проход в ногу. И вот вы видите финальный аккорд разрывания рук на болевом приеме для проведения рычага локтя. Очень хорошо и плотно сработало. Вы видите, нестандартный захват ногами получился, потому что Дилдаш сбрасывала ноги в сторону. Но, тем не менее, все равно плотный захват бедрами позволил Марине Мохнаткиной выполнить болевой прием. Бронзовыми призерами здесь стал Цоцоко Очир, Монголия, и Маленко Вольха, Белоруссия. Итак, уже спортивный самбо весовой категории до 80 килограмм, до 82 килограмм. Улугбек Рахмонов, Узбекистан, мастер спорта международного класса Узбекистана, чемпион Азии, бронзовый призер азиатских игр в закрытых помещениях. И его оппонент в синей форме Арам Григорян, Россия, дебютант сборной команды России. Он молодой спортсмен, ему 21 год. И уже в своем возрасте он выиграл чемпионат России и вырвался в финал чемпионата мира. Что ж, очень интересный поединок, я думаю, нас ожидает. 4 схватки, 4 победы одержал сегодня Рахмонов на пути к финалу. И 3 победы одержал Арам Григорян. Ох, по-ковбойски на руку, масловский вариант, так называемый, хотел продемонстрировать Арам Григорян. Прыжок на руку. Ничего пока что не получилось. Угрожал броском через плечо Рахмонов. У Григоряна есть захват, отпустил. Вот он умеет играть, да, умеет играть. Расслабленно достаточно борется. На мой взгляд, так и должен бороться спортсмен. Владислав Гаврилов, тренер сборной команды России, секундирует Араму Григоряну. Хорошо прорывается к ноге Рахмонов, и подхватом его встречает Григорян Арам. И зарабатывает 1 балл. Роман, тренер сборной команды Узбекистана. Анатолий Кантур, арбитр данной встречи. Махмуд Абдулаев, Таджикистан, руководитель ковра. Карлос Гомес, Испания, боковой судья. Интересно, что в полуфинале боролось 2 Григоряна. Давид Григорян, представляющий Армению, и вот Арам Григорян, представляющий Россию. Давид Григорян занял бронзовую ступеньку, и также Бессариони Берулава из Грузии стал 3-м в этой весовой категории. Обратную спину. Опять в ногу врывается узбекский спортсмен. Потом пытался делать посадку, переходя от бокового переворота, и без оценки. Но в этот момент я понимал, что Арам Григорян пытался сделать зацеп голенью. И сейчас вот Владислав Гаврилов, тренер, даже поднимает руку российской сборной с просьбой посмотреть видеоповтор. То, что там был зацеп голенью от Арама. Очень комбинационно борются спортсмены. Бросок через голову захватом. Бросок через бедро захватом головы демонстрирует нам Рахмонов Улугбек. Тут же через грудь его контрит. И вот теперь Роман, да, тренер сборной Узбекистана, просит видеоповтор.
Ну, такая интересная ситуация, но, на мой взгляд, здесь, скорее всего, оценку красному, потому что м, он первым стал бросать через бедро с захватом головы. Вот посмотрите. Давайте посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Если этот эпизод, конечно. Вот голову захватывает, делает бросок через бедро. И в направлении броска красного Арам Григорян сначала приземляется на поясницу, затем делает перекат на бросок через грудь. Ну, тут сейчас уже мнение судьи от моего мнения, разумеется, не зависит. Зал замер в ожидании. Зал прекрасно понимает борьбу. Рудольф Михайлович Бабаян, главный судья соревнований, разумеется, сам лично смотрит. Еще раз перематывают. Да, интересный момент. Вот еще раз мы можем смотреть. Рахмонов берет, делает бедро. Соскакивает с бедра и Арам Григорян. И вот как это расценят судьи. С бедра он соскочил, но все равно в направлении броска Рахмонова он приземлился на ягодицу. Ну, точнее, на поясницу. На мой взгляд, могут дать балл красному. Ну, или же... Хорошо ловил Арам Григорян движение. Конечно же, он все делал правильно, только он не должен был коснуться в данной ситуации спиной. А так он действительно уходил от броска в сторону давления своего соперника, выполнял бросок через грудь, но из положения лежа. Ну, сейчас мы это... Мнение судей сейчас оно наиболее ценно и весомо. Итак, вот тройка рабочая была. Махмуд Абдуллоев, Таджикистан, руководитель ковра Анатолий Кантор, Украина, и Карлос Гомес, Испания. Они принимают решение. Еще раз перематывают. Все трое судей стоят. Сидит Роман Болоцкий. И еще раз вы можете смотреть и оценивать сами. Может быть, я ошибаюсь, и вы не согласны. И здесь бросал синий, на ваш взгляд. Он перехватывал, вопросов нет, но в направлении броска красного. Кто-то крикнул на трибуне синему. Вот бригада возвращается на свои рабочие места. И 4 балла синему. Я был неправ. Теснит на край ковра
Рахмонов своего соперника. Пользуется тем, что тот не хочет уходить, делает бросок через голову. Все пока что безрезультатно, все четко Григорян контролирует и не уходит за ковер, и не натыкается на бросок через голову, натыкается на ногу. В мельницу входит, контролирует Григорян. Захват ниже пояса. Срыв захвата и бросок через спину исполняет Улугбек Рахмонов. Вот какой подхват, или скорее переднюю подножку сейчас Григорян исполнял хорошо и заработал еще 2 балла. Защищается Григорян. Вот еще одна такая же попытка на тот же самый прием. И тут же теперь бросается на руку Григорян. Голенью отрабатывает в голову. Пытается перевернуть таким образом его на спину. Вытаскивает на себя Рамхолов. Не дает, не дает. И встает в стойку в итоге. Рахмонов, прошу прощения. Минута 0,6 остается до конца встречи. Сдерживает, конечно же, натиск атак Григорян. Вот это видно. Внешние захваты он держит. Изнутри держит Рахмонов, но не может пока что прорваться. Ничего не находит ключей. И опять очень грамотно в партере завязывается Григорян. Садится на руку. Не садится. Уже отменяет Анатолий Кантур проведение болевого и поднимает стойку. Да, там не было должного захвата руки ногами. Действительно, вряд ли был бы болевой прием. 18 секунд спортсменам остается добороться в этом поединке. Счет 6-1. Тем не менее, идет вперед Рамхонов. И вот опять вот пытается поймать голову. Но замечание уже было у Григоряна. Сейчас будет объявлено предупреждение. 1 балл. Вот вновь бросок через бедро. Выхватывает ногу Григорян. Низкая стойка, защитный совсем защищается, уходит на колени. В принципе, это наказание, но время встречи. И даже это наказание, вот вновь зрители недовольны. Конечно же, ну, наказание, может быть, и надо давать. Но время встречи, оно ничего не решает. Плюс 2 балла, счет был бы 4-6 в пользу новоиспеченного чемпиона мира Арама Григоряна, Россия. Ну и напомню, в этой весовой категории бронзовым призером стал Бессариони Берулава из Грузии. Тоже опытный, сильный спортсмен и армянский спортсмен. Обладатель серебряной медали Европейских игр Давид Григорян. Очень плотный вес, пьедестал почета очень серьезный. Что Берулава, что Григорян. Ну и вот молодой Арам Григорян проскочил среди вот этих вот монстров, что называется. Молодец. Хорошее, талантливое начало. Быть может, это еще на много-много лет мы увидим стабильного спортсмена. Итак, боевое самбо. Не так часто нас балуют грузинские спортсмены именно боевым самбо. И это Мираб
Давилашвили. Давилашвили в синей форме будет биться за Грузию. И российский спортсмен Степан Кабенов. Россия. Вот залеплен нос у Мираба Давилашвили. Ну, надеюсь, это не перелом. Хотя, конечно, с переломом носа биться в финале, я думаю, что это крайне тяжело. И нужно иметь вообще большое мужество, чтобы продолжать биться с переломанным носом. Но мы посмотрим сейчас. Россия, Грузия. Уж россияне-то бьются по боевому самбо, грузин мы видим редко. И тем не менее, вот Мираб Давилашвили попадает в финал. Вижу, балл показывал руководитель ковра. Уходит со спины, пытается перевернуться, конечно же, Давид. Мираби накрывает на удержание Степан Кабенов. Удержание открыто. Руководитель ковра забыл представить Ислам Аделов, Узбекистан. Иван Неттов, Болгария, арбитр встречи. И Дава Самбу, Монголия, боковой судья. Павлиашвили, выдающийся спортсмен своих лет, секундирует своему спортсмену из Грузии. В захват входит в плотный Степан. Тут же коленка и голова от грузинского спортсмена прилетает. И головой же отвечает Степан. Долго стоят ребята в захвате. Будут ли они бросать? Или так и будут стоять? Коленка. Подхват. Коленка. Более активен в захвате пока российский спортсмен. Рукой снизу работает грузин. Подсечка изнутри, колено в живот. И подсечкой боковой, зацепом, я бы даже сказал, стопой снаружи. Степан сейчас сбивает, переводит в партере, зарабатывает еще балл. Вижу, что Павлиашвили не согласен. Секундант грузинской сборной не согласен, просит видеоповтор. Тут же его вот Иван Неттов успокаивает. Вот, посмотрите, да, очень эмоционально ведет себя, но тем не менее, возможно, он имеет на это право. С другой стороны, ну, я не увидел ничего криминального. Сосед стопой снаружи был, и балл был. На мой взгляд, все ровно. Я уж иной раз удивляюсь оценкам судей, но вот здесь, на мой взгляд, все было справедливо. Какой бросок через бедро, а еще 4 балла. И потом на 2 балла съезжает боковой судья. И да, и они все съезжают на 2 балла. Хотя сначала все показали 4. Я согласен, тут падение на бок было, конечно. Дмитрий Постников секундирует российского спортсмена Степана Кабенова. Опять в захвате стоят ребята. Ну вот взялся за ногу Мираб. Почему не работает? Взялся и остановился. Опять взялся. Надо развивать дальше атаку. Видимо, не чувствует себе достаточно сил, чтобы развивать ситуацию. Руками проверяет расслабляющие удары. Ну, пока что во всем опережает, доминирует Степан Кабенов. Опять плотный захват ребята взяли. Опять к ноге пробирается Мираб.
Уходит на спину Степан Кибенов. Хотел делать какие-то технические действия, например, атаковать на руку, но пытался тут же накрыть Мераби Двалишвили. Ни один, ни второй не смог реализовать задуманное. Проход ноги. Останавливает Мераб. Подсечка изнутри. Коленка. Посмотрите, Мераб вновь рвется к ноге, подхватом встречает его Степан. Рычаг колена, край ковра. Не стал мириться. Тут могла быть пассивная защита. Обычно сверху налетают. И вот Двалишвили как раз смог сверху. Но тем не менее, замечание за пассивное ведение борьбы получил Степан Кибенов. Хотя он в той ситуации пассивным не был. И перешел активно на рычаг колена. Ковыркнулся и край ковра. 29 секунд остается до конца встречи. Развязан пояс. Кому он сейчас выгоден? 4 балла. Ну, конечно же, тот, кто удерживает преимущество, всегда хочет немножечко передохнуть. Белый, абсолютно белый пластырь перед началом поединка стал уже красным. Вот мужественные спортсмены продолжают биться, обмениваются ударами, уходит в партер Родион, заваливает его Мераб, пробирает опять почки. Посмотрите, как перехватывает инициативу Степан, слетает шлем. Пассивная защита, оценивает арбитр. 7 секунд остается. Сейчас будет объявлено предупреждение спортсменов в синей форме за пассивную защиту. Нужно восстановить, конечно же, привести форму в порядок. Пассивная защита, балл получает спортсмен в красной форме Мераб Двалишвили. Развязка, удары в голову, проход в ноги был от синего, время встречи. Степан Кибенов становится обладателем золотой медали чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 68 килограмм. Мераб Двалишвили становится серебряным призером из Грузии. Бронзовым призером в этой весовой категории стали спортсмены из Казахстана Ерван Махмутов и американский спортсмен Сайдукиб Кахрамонов. Он очень много сегодня 4 встречи провел, 3 победы одержал, только лишь в полуфинале уступил российскому спортсмену. Американские спортсмены его поддерживали тут, и местные корейские зрители поддерживали американского спортсмена. И он стал сегодня бронзовым призером. Вот обмен головами, точнее ударами головой. Обмен головами, они же все-таки не трансформеры, чтобы меняться головами друг с другом. Итак, награждение красивых, стройных и сильных девушек.
медаль. Цокачир Бацеценг, Монголия, завоевывает очень сильная спортсменка. Выиграла Кубок мира в 2018 году в Москве. Продемонстрировала хорошую борьбу. И сегодня она сражалась великолепно, но стала лишь бронзовой призеркой. Скалил Дали, президент Африканской Федерации самбо, проводит награждение бронзовых призерок. И второй бронзовой призеркой стала Вольха Малейка. Совсем недавно она еще в июне месяце боролась на европейских играх и была Намазовой. Поменяла весовую категорию. Также раньше она выступала в весовой категории до 72 килограмм. И вот делает теперь успехи в 68 килограмм уже на протяжении целого года. Бронзовая, серебряная медаль достается спортсменке из Казахстана Дилдаш Курышбаевой. Сражалась она за свою руку, конечно же, не давала проведения болевого приема, но более опытная Марина Мохнаткина таки все-таки смогла зафиксировать ее руку, плечо и локоть и провести рычаг локтя. И став таким образом 7-кратной чемпионкой мира. Марина Мохнаткина. Сергей Владимирович Елисеев, вице-президент Всемирной Федерации самбо и президент Европейской и Всероссийской Федерации самбо, проводит награждение чемпионки. Весовая категория до 82 килограмм. Там, да, очень спорный момент с броском через бедро и с броском через грудь. Но так еще раз анализирую. Ну, можно трактовать, конечно, и давать оценку и узбекскому спортсмену, а можно и российскому, потому что он как бы обошел атаку, ушел с бедра, сделал шаг и уже в падении выполнял бросок через грудь. Возможно, так именно судьи и трактовали этот эпизод. Так, Бессариони Берулава, Грузия. Давид Григорян, Армения, стали бронзовыми призерами в этой весовой категории.
Улугбек Рахмонов, Узбекистан, немножко, конечно, расстроен, но так как правило, все серебряные призеры на пьедестале немножко расстроены, потому что только что проиграли свой финальный поединок, о котором мечтали, не просто о нем мечтали, а мечтали в нем победить. Ну и чемпион молодой Арам Григорян. Россия. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Russian Federation. Вот здесь был грузинский секундант не согласен и покинул, ну, точнее, его попросили покинуть тренерский мостик. Хотя вот вы видели, там зацеп в темпе, все, балл, в общем-то. А вот здесь удар со стоечки, кстати, пропустили судьи, не отреагировали никак. Итак, на пьедестал подсчета выходят отважные спортсмены весовой категории до 68 килограмм боевого самбо. Это спортсмены, которые сегодня каждый провел по 4 поединка. Финалисты, я имею в виду. А нет. Грузинский спортсмен в финале бился уже 5-й раз. 4 раза он выиграл, вот в финале уступил Степан бился 4-й раз, да, на одну встречу меньше. Ну, а Ерван Махмутов, Казахстан, бронзовый призер в этом весе. И Сайдукиб Кахрамонов, USA, Соединенные Штаты Америки, вместе с ним также разделил бронзовую ступень пьедестала подсчета. Президент Федерации самбо Колумбии проводит награждение бронзовых призеров. Его только недавно избрали в исполком ФИАС. Действительно много очень делает для развития самбо в латиноамериканском регионе.
Мераб Двалишвили, Грузия. Вот уже он снял пластырь. Посмотрите, да, конечно, его орлиный нос весь в крови. Мужественный человек, сражался до последней секунды. Молодец, достойный провел сегодня весь турнир. 5 встреч отбился и, в общем-то, заслуживает уважения. И Степан Кабенов, Россия, становится чемпионом мира в весовой категории до 68 килограмм по боевому самбо. Скалил Дали проводит награждение чемпиона. Также в награждении участвовал президент Всероссийской Европейской Федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев. Итак, чемпионат мира потихонечку движется к своему завершению. Остались 3 финальные встречи. В весовых категориях свыше 80 килограмм у женщин, свыше 100 килограмм у мужчин и боевое самбо до 90 килограмм. Да. 3 заключительных поединка. Все весовые категории разыграны в течение 3 дней. И вот в конце 3-го дня, в конце трудного, тяжелого 3-го дня, 3 весовые категории. Женщины в красной форме. Белорусская спортсменка Мария Кондратьева. Она является бронзовой призеркой чемпионата Европы этого года. Хорошо сегодня боролась, одержала 3 победы. И вышла в финал. Ее соперница также с 3 победами Анастасия Сапсай. Она является бронзовой призеркой чемпионата мира 2018 года. Итак, Украина, Белоруссия, Анастасия Сапсай, Мария Кондратьева. Борис Сава, арбитр встречи. Ислом Адылов, руководитель ковра из Таджикистана. И Ермол Толиген из Казахстана, боковой судья. Право налево. Противостояние левши и правши. К верхнему захвату рвется белорусская спортсменка. Встречает ее подсечкой Сапсай. Очень грамотно сейчас она ее действительно так приземлила на коленочки.
И скручивает хорошо, очень делает выведение из равновесия руками. Сапсай сейчас здорово держал от ворот. Как правша и как левша и в правую сторону. Из левой стойки в правую сторону здорово сделала скруточку с головой. Оценку заработала 2 балла. Не ожидала такого разворота Кондратьева. Косой захват. Уже практически в гадауле. Стоит Сапсай, обнялась. Опять делает скрутку. Динамично проводят девушки поединок. Тем не менее, опять в левой стойке Сапсай стоит. Контролирует локтем. Пояс взяла. Белорусская спортсменка пытается подтащить к себе, но контроль держит локтем. Вот контролирует Сапсай, не дает ей сблизиться и проверяет опять ногами. И бросок через спину с колен. Здесь уже не позволила себя бросить Кондратьева. Поняла, зафиксировала. А вот теперь смотрите, в правую стойку начинает бороться Сапсай. Меняет стойки. Как это неприятно соперницам. Посмотрите, глубокий захват у белорусской спортсменки. И через грудь бросает Сапсай. Опережает. Вроде в захватах Кондратьева где-то чуточку переигрывает. И тут же Сапсай развивает преимущество в свою пользу в этой ситуации. 3-0. К верхнему опять захвату Кондратьева Мария стремится. И опять локтем уже снова в левой стойке. Анастасия Сапсай все контролирует. Подсечка со стойки на таз. Арбитр не дает оценки. Боковой судья и руководитель показывают 2 балла. И болевой продолжает. Анастасия развивает свою атаку. Логическое продолжение, конечно же, не считать. Уходит Кондратьева Мария с болевого. Секундант Анастасии Сапсай. Тот же самый захват, которым борется сейчас Сапсай. Контролирующий захват локтем. Постоянно показывает: держи, говорит, так локтем. Контролируй свою соперницу. Вот, видите, легко кивает головой, даже соглашается. Да-да, я так и делаю, тренер. Рвется. Вот косой захват берет Мария. И подсадом тут же. Вот так вот. Каждый проигранный захват Анастасия Сапсай использует и разворачивает в свою пользу. Интересное, правильное мышление борца. Молодец. Не дала сверху взять, поймала руку. Опять контроль сверху. Свисток. Борьба продолжится в стойке. Да, контролирует схваточку Анастасия Сапсай. Делает все, что возможно Мария Кондратьева, но пока что не может подобраться так, чтобы сделать результативную атаку. Борется она хорошо, активно. Вот опять вновь выигрывает косой захват. Ставку ноги раз, ставку ноги два. Опять ставка. Зацеп стопой. Делает все, что может. 5-0, 14 секунд.
И идет вперед. Не сдается. И мы видим контроль, полный контроль Анастасии Сапсай. Да, вот рабочую руку взяла, цепляет снаружи. Да, грамотный поединок проводит Анастасия Сапсай. Действительно очень умно отборолась. Все, что делала Мария Кондратьева, было на самом деле напористо и интересно. Но тем не менее, все это использовала в свою сторону. Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль в весовой категории свыше 80 килограмм. Да простят меня девушки, что называю весовую категорию. И бронзовыми призерами здесь стали чемпионка мира прошлого года Елена Кибадзе, Грузия, и российская спортсменка Мария Шекерова. Следующий финал. Весовая категория свыше 100 килограмм. Мужчины. Самая престижная, самая огромная весовая категория. Сегодня захватывающие встречи были на протяжении всего дня. Каждый спортсмен демонстрировал рвение и желание бороться. На ваших экранах Илья Даниэль Натеа, Румыния. Единственный румынский спортсмен, который уже ворвался в тройку на этом чемпионате мира. Он является чемпионом Европы этого года. И его соперник из Монголии Пуревдорж Дамдицурен. Он является обладателем Кубка мира 2018 года. 3 победы одержал на пути к финалу Илья Даниэль Натеа и 4 победы Дамдицурен. Очень непростые поединки были у них, у всех. Весовая категория свыше 100 килограмм. Ребята трудились. Посмотрите, какого высокого роста румынский спортсмен. Он очень высокий. В этом году он, повторюсь, выиграл чемпионат Европы. Когда-то давно он боролся по самбо. Выиграл юниорское первенство Европы. И потом переключался на дзюдо, участвовал в Олимпийских играх. И вот сейчас мы видим его возвращение в самбо. Достаточно сильное возвращение, если учитывать чемпионат Европы. И вот он уже в финале чемпионата мира. Илья Даниэль Натеа, Румыния. Ну, его соперник уступает ему в росте и весе. Но я вам так скажу, это очень интересный соперник. Он обыграл в полуфинале прославленного и опытного Юрия Рыбака. Выиграл Кубок мира в прошлом году. Он умеет бороться с крупными спортсменами. Пока что он держит блокирующие захваты. Более атакующий стиль показывал, конечно же, спортсмен из Румынии. Илья Даниэль Натеа. Роман Болоцкий, Россия, арбитр встречи, делает замечание монгольскому спортсмену за пассивное ведение борьбы. Эмиль Раши, Грузия, руководитель ковра. И Анатолий Кантур, Украина, боковой судья. В этой встрече в ногу прорывается монгольский спортсмен Пуревдорж. Ну, конечно, ему надо активизироваться. Замечание он уже получил за пассивное ведение борьбы. Он же все-таки демонстрировал именно защитные захваты. Вновь верхний захват берет Румын. Но отступает при этом. Монгол вот при своем легком весе имеет возможность поддавливать оппонента. Да, этим пользуется, конечно же, Натеа. И сдергивает его на себя. Конечно же, пользуется. Но, тем не менее, предупреждение, несмотря на то, что поддавливал Пуревдорж, получает за пассивное ведение борьбы. А теперь стойку поменял румынский спортсмен. Он до этого стоял вправо. Посмотрите, он встал влево. Теперь он держит левой рукой верхний захват. Удивляет монгола. Работает ногами.
какая передняя подсечка, посмотрите, 2 балла зарабатывает монгольский спортсмен. Зал просто в восторге. Вот он напирал на Натеа. Натеа решил ему ответить таким же напором. Натеа пошел вперед и нарвался на такую подсечку. Насколько гибкое мышление было у Порывдорша Демдисурена. Он спровоцировал Натеа на то, чтобы тот напирал на него и встретил его передней подсечкой. Браво, браво, но еще бороться половина встречи. Какой хитрый монгольский лис. Вцепился в правую руку своего соперника теперь монгол. Видимо, все равно понимает, что влево румын не так силен, как вправо. Вот сейчас румынский спортсмен стоит Натеа в левой стойке. Провоцирует монгол к активным действиям. Двигает. Роман Болоцкий говорит, что так делать нельзя. Обоим спортсменам делает устное словесное предупреждение, что нельзя бить по ногам, а надо выполнять все-таки подсечки или зацепы. Подхваты уходят от подхвата на колени. Тут же встает монгольский спортсмен с поясом. Он опять, посмотрите, в ближнюю борьбу, как не боится врываться внезапно монгол. Очень ведь опасно под такого тяжелого спортсмена, как Натеа, сближаться с ним. Он огромен, он может затянуть просто своей массой. И тем не менее Демдисурен не боится этого и в плотную борьбу смело вступает. Но видно, что осторожно. При любой возможности вот он прям сразу его отталкивает. Он сближается с ним, но готов его оттолкнуть от себя в каждую секунду. Но мы видим, что все-таки Илья Даниэл что-то имеет нехорошее со своей ногой. У него вот вся нога затейпирована, левая коленка его. Вот в левую сторону опять глубокий захват пытается взять на спине. Зацеп голенью. 4 балла. Посмотрите, как встречает Демдисурен Порывдорш зацепом голенью. Накрывает на удержание. Открывает удержание арбитр встречи. Открывает, идут секунды. Уходит, старается, по крайней мере, уйти. Румынский спортсмен, но еще не может уйти до конца. Удержание продолжается. Это еще не уход. И еще одна попытка выкрутиться. 10-1. Все, 20 секунд удержанию. Все, конечно, понимали, что финал будет очень тяжелый. Но вот то, чтобы все-таки с явным преимуществом Порывдорш Демдисурен смог одолеть просто гигантского Илью Даниэля Натеа из Румынии. Это, конечно же, действительно никто, я думаю, не ждал. Победа с явным преимуществом, да. Сегодня был очень интересный день, и мы, конечно же, поздравляем спортсменов из Монголии с золотой медалью. Вот здесь вот эпизодик, конечно, он проиграл, да. Но все другие эпизоды, посмотрите, сейчас вот она передняя подсечка, великолепная подсечка просто. И здесь имел возможность накрыть, но тут же уходил, вращаясь. Натеа не дал себя накрыть. Вот на подхват шел и контролировал здесь ситуацию Демдисурен. И вот зацеп голенью, посмотрите, да, вытащил на себя немножечко, делал шаг румынский спортсмен и накрылся на удержании после зацепа голенью. Да, очень интересный финал, просто потрясающий. Бронзовыми призерами стали здесь грузинский спортсмен Бека Бердзинишвили, российский спортсмен Андрей Волков. А сейчас боевое самбо. Весовая категория до 90 килограмм. В красной форме выходит вновь монгольский спортсмен Тенгиз Бацайхан. Вот на ваших экранах Тенгиз Бацайхан. Его соперник в синей форме, российский спортсмен Магомед Магомедов, является чемпионом мира прошлого года, чемпионом Европы 2012 года. Вообще он, по-моему, двукратный чемпион Европы, если мне не изменяет память. Магомед Магомедов
Трусой направляется в свой синий угол. Вот монгольский спортсмен Тенгиз Бацанхан. Белек Жумагалиев, арбитр встречи из Казахстана, Анатолий Гершман, Израиль, руководитель встречи, и боковой судья из Камеруна. Пока ногами работал монгольский спортсмен, Магомедов достал руками в голову. Может быть, не так акцентированно, но достал. Замечание за пассивное ведение борьбы получает Тенгиз. Вновь ногами чуть имеет преимущество в росте Магомедов. Хорошо удар снизу, достает по голове. Подсечка. Еще одна. Руками работает хорошо. Одной рукой держит, другой проверяет расслабляющими ударами Магомедов. Хороший захват. Здесь будет удар головой. Я думаю, вот он. Удар головой, подсечка. Еще один удар головой. Передняя подножка с колена. Монгольский спортсмен делает достаточно опасно, но без оценки. В захват стремится Тенгиз Бацанхан. Взял. Магомедов контролирует, держит дистанцию в захвате. Право на право стоят спортсмены. Если смотреть с точки зрения борьбы, а не бокса. Ногами проверяет друг друга ребята. Зацеп голенью. Издалека не попал даже по ноге. Не зацепил ногу Тенгиз. Свисток. Белек Жумагалиев делает замечание уже спортсмену в синей форме. Магомедову из России. Идет вперед. Монгол напирает. Тенгиз вот коленочкой проверил. Меняет стойку Магомедов и с поясом работает. Теснит на край ковра, теснит и передней подножкой в другую сторону встречает уже монгольский спортсмен. Но тут же накрывает на удержание Магомедов. Арбитр сначала открыл, теперь отменил, теперь вновь открыл. Вот удержание пошло. Отожмет или не отожмет Тенгиз. Шансы имеет, но вцепился в него одной рукой. Вот одной рукой не может, а одной рукой Магомедов вцепился в своего соперника. Смирился с удержанием Тенгиз Бацанхан. 4 балла зарабатывают за удержание. Магомедов и свисток в стойку. Интересно. Тенгиз подворачивается передней подножкой с колена как вправо, так и влево. Одинаково опасно. Достает в голову Тенгиз. Попадает в челюсть. Соблюдает дистанцию Магомедов. Тут же входит в захват. Ой, какая задняя подножка опасная. В общем-то, контрил Магомедов сейчас, но действия не оценили судьи. Удары сверху. Удержание было, второй раз удержание открыто не будет, так же как в спортивном самбо. Только в партере переходить на болевой. За пассивную защиту предупреждение объявляется спортсмену в красной форме. 1 балл спортсмену в синей форме. 5-0 становится. 1,5 минуты биться. Задняя подножка. Опасно входит монгол. Передняя подножка с колена. 1 балл показывает арбитр. 1 балл показывает боковой судья. 5-1 накатывает на удержание. Открывает арбитр удержание. Уходит российский спортсмен с удержания. Видно, что уже нелегко ему бороться. Уже мало сил остается к концу схватки. Минута 10 остается до конца поединка.
Да, задышали оба. Монгольский спортсмен вообще не встает в свой угол. Едва только лишь вот по просьбе судьи, что называется, он туда пошел. Размен ударами, тут же в захвате. Чуть-чуть скользнул по подбородку россиянину монгол. Опять передняя подножка. Еще 1 балл показывает арбитр. И боковой судья присоединяются. Перекатывает и рвется к удержанию Тенгиз. Посмотрите, имеет возможность накрыть. Но выходит, да, выходит. Вот ребята просто оба демонстрируют сейчас волю к победе. Вот оба уже просто обессильные. Николай Елесин секундирует. Посмотрите, монгольский спортсмен вообще не встает уже с ковра. Лежит на спине, распластавшись. Ну, конечно же, это только лишь свидетельствует о том, что стоять ему уже очень тяжело. Магомед Магомедов, вот он пытается себя взбодрить прыжками, хотя мы видим, что ему тоже нелегко. Стоял он сейчас согнувшись, уходит, дистанцию соблюдает, уходит в ноги, да, встречает напор своего соперника проходом в ноги. 30 секунд. Поднимает стойку арбитр. Ребята едва стоят на ногах. Продолжает поединок арбитр в стойке. Опять в ноги. Сейчас будет объявлено предупреждение, конечно же, да. Да, 2-й раз подряд. Это уже не проход в ноги, это уже уход от борьбы в партер. Двигаться, да, кричит Николай Елесин. Нельзя в партер уходить. Конечно, еще балл за предупреждение. Итак. Монгол отчаянно бросает руки и ноги вперед. Впереди свое тело, входит в захват. Готовит наверняка свою переднюю подножку, очень опасную. Согнувшись, защищается Магомедов. Держит захват. Уходит на колени. И время встречи, да, очень трудовая победа выдается Магомеду Магомедову, действительно. Теперь вот он имеет возможность упасть навзничь и дышать полной грудью, да, да. Но он терпел, весь поединок терпел, молодец. Мы говорим браво монгольскому спортсмену, которому было тяжело, но он все равно шел вперед и делал все возможное для победы. Он отдавал всего себя. Браво, монгольский спортсмен, браво, Магомед Магомедов, российский спортсмен. Прекрасная схватка. Бронзовыми призерами здесь стали спортсмен из Киргизии Женыбек Аматов и украинский спортсмен Петро Давиденко. Итак, вот она передняя подножка. Итак, что можно сказать на сегодня? Что чемпионат мира по спортивному и боевому самбо подошел к концу. Все медали во всех весовых категориях разыграны. Остается только наградить оставшиеся 3 весовые категории, которые только что бились. Это женщины и мужчины и боевое самбо. А также в 3 номинациях среди мужчин спортивного самбо, женщин и боевого самбо среди мужчин вручить командные кубки. Ну, мы понимаем, конечно же, что россияне, скорее всего, одержали во всех 3 номинациях первое место. Но очень интересно, как распределились награды все-таки среди командной борьбы среди других стран, поскольку очень неоднозначно расходились медали. Вот монголы в последний день вырвали золотую медаль. Тут нужно было бы, конечно же, обращаться к секретарю чуть пораньше за подсчетом более детальным, хотя и сами могли бы почитать, смотрели и видели все своими глазами. Спасибо большое Денису Вышегородцеву за вовремя предоставленные протоколы для комментариев, как и русскоязычному комментатору, так и англоязычному комментатору. Напомню, что канал англоязычный велся также на Евроспорт. И зрители свыше 70 стран могли видеть на телевидении по Евроспорту наш чемпионат мира. Так, ну а это женщины, красивые, крупные, сильные женщины
которые поднялись на ступеньку пьедестала почета. Елена Кибадзе, Грузия, и Мария Шекерова, Россия, стали бронзовыми призерками. Кондратьева Мария из Беларуси завоевывает серебряную медаль. Делала все, что могла в финале. Активно очень боролась, дралась за все захваты, можно сказать. Вот, и завоевала достойную серебряную медаль. Мария Кондратьева, Белоруссия. Сегодня у нас болгары уехали, а третье место девочки болгары. Gold medalist and the world champion from Ukraine. Медалистка Сеня чемпионка. Ну и чемпионкой стала действительно выше всех похвал Анастасия Сапсай. Она великолепно использовала все свои слабые стороны, все свои... Только лишь в конце начала контролировать именно захват в стойке, а до этого, проиграв захват, превращала это в свое преимущество. Настоящую борьбу продемонстрировала Анастасия Сапсай. Поздравляем, Украина! Золотая медаль, весовая категория свыше 80 килограмм. Ladies and gentlemen, the national anthem of Ukraine. Ukraine Николаевич. Девушки красавицы, молодцы, очень дружественно обменялись рукопожатиями. А вот и финальная встреча. Да, здесь, конечно же, монгольский спортсмен Поревдор Ждамдицурен, конечно, продемонстрировал вообще нам чудеса техники, о том, что теперь мы все знаем, что не важна сила и мощь, что очень важна техника. Посмотрите, какая передняя подсечка. Ladies and gentlemen, and we start the medal ceremony for men 100 kilos. Я свою контакт Welcome the medalists. Медалисты поднимите И вот они, тяжеловесы у пьедестала почета. Бека Берджинишвили из Грузии и Андрей Волков завоевали бронзовые медали. from Georgia.
Бека Беджанишвили является победителем Европейских игр этого года в Минске. Уступил он сегодня румынскому спортсмену на пути к финалу. Андрей Волков в этом году был бронзовым призером чемпионата Европы. Уступил, соответственно, чемпиону сегодня, да, монгольский спортсмен. Порывдор Жамдисурен сегодня всех удивил. Ну, признаться, мы его заметили на Кубке мира 2018 года. Он тогда оставил себе сразу хорошее впечатление. Было сразу понятно, что это очень серьезный спортсмен. Ну и вот Илья Даниэль Натеа, Румыния, принес своей команде серебро. Чемпион Европы этого года. Действительно, было очень интересно смотреть, как он боролся сегодня. Очень статно, высоко, технично. У него и подхваты, и вправо, и влево он может демонстрировать подсечки. Очень устойчиво стоял. Кто на него набрасывался, всех скручивал выведениями из равновесия. Молодец. Ну и выше всех похвал best of the best Порывдор Жамдисурен. Кто бы мог подумать, что такая разница в росте, в весе, он уступает своему оппоненту и выиграет с явным преимуществом. Продемонстрировать 2 броска и удержание в партере смог так накрыть, что не смог уйти румынский спортсмен. Саша, флешку дай, я призера перенесу. Красавцы тяжеловесы. И вот мы с вами смотрим, да, завершающий поединок. Конечно же, очень тяжело было обоим спортсменам. Ну, просто вот изматывающий для них был финал. А вот здесь вот дважды провалился монгол, и тут же ему ответил в голову Магомедов. Оба лежали, да, видите, и монгольский спортсмен упал, встать не может. И потом вот, поблагодарив Всевышнего, Магомедов тоже также упал навзничь на всю спину, выдохнув после такого тяжелого трудового дня. И вот ребята, бойцы, идут на пьедестал. Жаныбек Аматов из Киргизии завоевал бронзовую медаль вместе с Петро Давыденко. Они сейчас вот как раз уже у пьедестала. Итак, Жаныбек Аматов и Петро Давыденко, Киргизия, Украина.
становятся бронзовыми призерами. Президент Федерации самбо Румынии Вера Элгиска проводит награждение. Также он награждал своего спортсмена в предыдущей весовой категории. Так, заслуженная серебряная медаль Тенгиза Бацакхана. Прекрасную борьбу он провел. Сражался до последнего, сил у него не было, но он, тем не менее, проявлял волю к победе. Да, и он, вот видите, сами, он благодарен судьбе за эту медаль. Ну и, конечно же, становится двукратным чемпионом мира Магомед Магомедов, Россия. Также сильно устал, но был чуточку удачливее, чуточку лучше. Провел удержание в первой половине встречи и, в общем-то, удержал это преимущество. Много сделало это удержание для него в этой встрече. Удержание оказалось золотым. Ну что ж, все медали разыграны. Все медали не только разыграны, но и вручены, за исключением командных кубков. Ну, пока выходит на награждение тренерский состав, напомню, что с 2021 года будут внесены изменения в весовых категориях, а также возрастных. И эту информацию вы можете освежить в новостях на сайте ФИАС от 1 октября. Также там будут ограничения возрастные для судей 55 лет на ковре и до 60 лет.